Бакалдын, встреча по зову Чачабил, под таким названием состоялись юбилейные мероприятия в Доме дружбы народов, подготовленные кюбским наследием Усмайского района, где основным населением являются эвенки. Поводов для этого было много, но самым главным из них стало 30-летие присвоения звания народных коллективы Чачабил, который стал гордостью всего района. Гвоздем всей обширной программы стала выставка «Времен, связующую нить, сохранить и развивать», открытие которой прошло в торжественной обстановке с соблюдением традиционных эвентистских обрядов. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас сегодня на этом замечательном мероприятии. Очень рад, что прикладное искусство, которое показывает в первую очередь развитие национальной идентичности каждого народа в республике, и не только в республике, но и во всей нашей необъятной Российской Федерации, развитие народно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера, соответственно, способствует развитию каждого народа в отдельности и постепенно продвигает бренды наших коренных малочисленных народов в Российской Федерации. И я сегодня желаю всем нашим народным мастерам, всем участникам данной выставки, в первую очередь, здоровья, творческих успехов. И желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Выставка поражала своей насыщенностью. Здесь было чем полюбоваться. Яркие, красивые изделия мастериц, изготовленные из бисера, замши, оленьих шкур. Бросались в глаза берестяные изделия разных форм и видов. Ведь именно в Кюбцах творческим объединением Мехке было возрождено древнее занятие предков эвенков – шитье из бересты, что и стало брендом этого наследия. И, конечно же, представлена богатая история земли Устмайской. Наши два музея, Усмайский краеведческий музей и литературный музей имени Дмитрия Нестеровича Абросимова, мы привезли, историю наших эвенков, нашего, района, которые населяли, будем так говорить, сначала, будем исторического момента вхождения, Якутии в состав России, проживали на территории нашего района, и на тот момент наш район назывался Алдано-Майское ведомство, и с того момента 1642 года, историческая такая дата, 1646 год, наши эвенки были первыми, кто встречал русских землепроходцев на территории нашего района. Наш район чем уникален, что он сам по себе богат. У нас золотая промышленность развивается, лесная промышленность. Помимо этого у нас сельское хозяйство стоит на уровне. Мы идем в ногу со временем, как и в республике у нас любые внедрения происходят, новшества какие-либо. Опять-таки наш район известен тем, что с исторических данных мы были одними из первых, которые мы принимали первых землепроходцев, которые шли по территории нашего района к Охотскому морю. Это был и Витус Беринг, и Владимир Атласов, и Василий Поярков был, и такая известная наша Сулейма Дмитриева, великая путешественница, которая тоже на пароходе Громов сплавлялась из города Якутска до порта Аян. И описывала в своем, дневнике, в заметках о своем путешествии, с кем она на этом пароходе свое путешествие, провела, какие были эвенки, в каких костюмах они были одеты. И якутов она описывала, также скопцов и духоборов. И помимо этого, такой журнал у нас на хранении в нашем музее находится. И именно что сама история этого путешествия, об этом надо читать, конечно, в самом журнале. И помимо этого у нее вышла книга. Наш район интересен не только этими историческими фактами, но опять-таки, обратите внимание, у нас есть такие выдающиеся люди, вышли из нашего района. Это как Абросимов Дмитрий Нестерович, эвенкийский поэт, художник наш, писатель, который открыт музей наш, литературный, в честь его, в 1995 году. И помимо этого есть такие известные, как Абросимов Ефрем Ильич, первый наш космофизик, тоже, будем так говорить, он вышел с кюбского наслега. Такой известный наш писатель Якутии
Андрей Ларионович Егоров-Чекур, который нынче столетие мы отметили. Такая известная наша, будем так говорить, партийный деятель, да, комсомолка первая на деревне нашей, даже в районе, да, Степанова Анастасия Никифоровна, которую мы тоже нынче столетие отмечали. Очень такие, у нас такой район интересный. Сегодня мы представляем свои достижения, привезли с собой свою выставку, так, этот праздник соединил весь район. Приехали управление культуры, приехали из села Петропавловск, приехали наши мастерицы знаменитые любительского объединения «Мекке», руководитель Ефимова Александра Николаевна, единственный народный мастер в районе. И по Бересте, которая нас учит, как беречь, как передавать свои знания подрастающему поколению своим примером. Ей сегодня мы говорим большое спасибо за то, что хранят наши, да, свои знания, да, и передают. Николай Андреев, глава общины Пунгусы, сам привез свои интересные экспонаты. У вас оленей сколько? Ну, когда мы начинали, всего 11 голов было, а сейчас где-то около 150 голов. Ну, как бы эвенки не любят точный отчет, примерно, потому что как суеверие, сами знаете, да. Ну, у нас тяжело, горная зона, горно-таежная зона, поэтому у нас не как тундра держать оленей, да. У нас в горах, поэтому тяжелее держать оленей, и в основном мы его держим для души. Для души, в основном, наша это как бы традиция, наша это обычаи, старики любят свои эти. И, конечно, вкусное мясо. Понятно. Скажите, а вы на выставку что привезли? А на выставку вот как бы попросили, мы далеко же, попросили нас приехать хотя бы какие-то привезти старинные вещи, чтобы показать, да. И вот у нас места очень старинные места, да, и по нашим, где мы кочуем, по этим местам есть очень много, находим очень много старинные вещи, да. И, естественно, мы привезли немного, но привезли то, что которое значимо для нас, как бы держим фамильные, как бы наши родовые вот эти инвентари, да. И вот хочу рассказать. Вот первое, которое вот у нас есть копье, которое 1668 год. Копье это передавалось. Говорят, ну как рассказывают, что она пришла те года, когда первые казаки пришли, наши стороны, первые казаки. Они привезли эти вот железные оружия. А потом за уважение наших дедов, как бы они оставили для охоты на медведя. Вот они на охоту медведя ходили этими копьями. И мы, молодежь, на них смотрим, и как бы она передается, вот действительно это наша родовая, фамильная, как бы передается, да. И как бы это других родов, но они мне, как уважение меня, вот они передавали именно по нашей фамилии, по нашей, ну как бы, семье. Вот. И вот еще вот вещи, которые вот шкура обделывает, это тоже старинные вещи. И этими вещами до сих пор мы пользуемся, шкуры обделывать. Это в лесу, когда сидим там. И вот самое вот это старинное тоже, которую мы тоже родовые таскаем с собой, возим. Это сегодня работающие посуды. Вот посуда этот, видите, медные, котел медный. И он очень, кстати, очень классный. В том плане, что она греется, а потом долго держит, потом экологически чистый. То, что если сваришь туда мясо, она очень вкусная. Попробуйте. И вот самое главное еще хотим сказать вот насчет бубня. Это бубен тоже передавалось изделие как бы родственно, да, как бы каждое поколение передавалось, как его делать. Вот это новый у нас бубен. И она очень своими тоже традициями, своими обычаями, тоже со своими
этими не просто так делается, оказывается, бубен. Я и не знал в молодости, а сейчас, как объяснили, потом вот эта шкура специально из кабарги, шкуры кабарги. Она, оказывается, тонкая и очень звучная. Понимаешь? Это шкура от кабарги. Потом эти бубен делают не просто, не каждый человек не может, оказывается, делать по традиции, а человек только делает, который имеет родственные души от аюнов, ну как, от шаманов, от белых шаманов. И вот у нас есть белые шаманы, как бы родственники, да, вот они именно, вот они только делают такие бубни. И вот это тоже очень значимая, очень дорогая вещь для нас. И мы его возим. Я еще хочу рассказать, вот кроме этих вещей, у нас очень мастерицы тоже передается. Вот у нас как бы общин тунгусов, да, вот есть роды разные, да, и каждый род, оказывается, есть свои шитье, да, своя семья шьет по-своему, и орнаменты, они отделяются, оказывается. Вот эта семья, например, такая орнамент, и раньше, оказывается, узнают по орнаменту, понимаешь, вот эта семья, вот этого семьи, вот эта семья. И вот хочу сказать, вот костюм, который вот нашего рода, да, вот она зашита, вот эти орнаменты зашиты именно нашего рода, понимаете? Как называется род? У нас род волки раньше звали, черные волки, не черные волки. Были времена, когда спасла наш род, спасли людей, многих людей, и наш дед, который охотник, самый лучший охотник был, говорят, и кормил вот этих детей, когда были эти голодные годы. Из них потом вышло, как бы, рассказ, это семья Семеновых, да, у нас 7 Семеновых, это родом, да, и они идут как волки. И вот от этого деда началось. И до сих пор рассказываю. Это, говорит, семья волков. Понимаете? Ну, как бы гордо. Николай Николаевич, вы вот тоже привезли вот на выставку женский костюм. Про него расскажите, пожалуйста. Ну да, тут особенно тоже надо рассказать. Потому что вот это вот именно костюм сделан женский. Ну, девчачьи, как говорится, женские, ну вот моей дочери, да, вот тут орнаменты, которые вот делаются, вот именно женские орнаменты нашего рода семьи, да. Вот у меня орнаменты, например, мужские, а это женские, они делятся, оказывается, понимаете. Тут сделана даже каждая нить, которая от жилы лося. Они очень крепкие и долговечные. Здесь каждая вот это защита, понимаете. Вот тут мастерицы, которые делают, они вообще вот именно по традициям, по обычаям делают, да? И они очень красиво получаются. Вот, например, жилет это мальчиковский. Тоже орнамент, тоже, смотрите, мальчиковский, совсем другой орнамент. Вот это вот делится. И, естественно, от кожи все сделается, да. Но она долго делается, но она очень красиво, вот это объяснение. И даже вот, как говорят, вот это вот орнамент рассказывает про человека. Сколько ему лет, каким характером, откуда он пришел, типа, с какого рода, понимаете. И здесь очень вот это вложено в одежде. И это, ну, сказать, красиво. Что вы можете пожелать своим землякам? Без истории человек не человек, чтобы дети наши стали людьми очень хорошими. Самая юная участница выставки – ученица 9 класса Кюбской агрошколы Яна Дичковская. Я смотрю, ты сделала очень красивые куклы. Вот с чего началось у тебя вот это? Ну, началось с того, что моя бабушка немножко научила меня, только начала связать. А потом я за это забросила, но потом в школе меня научили вязать. И потом я опять же это бросила. Но потом я нашла свои старые вещи, которые я связала в школе. Мне они понравились, я начала вот вязать. Просто Куклы это все вязаные, да? Угу. Крючком. Вот расскажи нам про нее. Это кукла Агияна. Она Венкика. Вот этот хвостик у нее обозначает красоту и фауны Усьмайского района. Что это за хвостик? Лисий хвостик. Ага. А вот с чего, как ты начинаешь вязать свои работы? А я начинаю вязать как там, к примеру, я сперва связала эти ручки из 6 воздушных петелек. И потом дальше так по кругу пошла. А вот эти ножки я уже связала, ножки, если так смотреть, я связала с амигуруми, это такое начало почти всех игрушек. Вот вы видите, вот все эти игрушки начались у меня с амигуруми. Так, можешь показать нам? Угу. Обычное вязание начинается с ножек.
Вот, например, у нее я начала с ножек, объединила потом, и дальше пошла и сделала тело, потом головку и пришила руки. Вот этих игрушек я сперва связала также амигуруми, вот, а потом дальше с убавками и т.д. вот связала, а потом ушки пришила. Скажи, пожалуйста, амигуруми – это техника вязания. Откуда она взялась? А я не читала в интернете, я этим заинтересовалась, но почему-то не было времени, чтобы почитать это в интернете. Понятно. А вот я смотрю еще вот как группа кукол у тебя. Это три брата, три солдата. Это трое моих дедушек, как там, они участвовали во Второй мировой войне. Двое из них умерли, один выжил. И вот в честь 75-летию Победы я их сделала 3 года назад. Какие у тебя планы? Какие-то есть? на этот год? Да, есть. Я планирую связать для этой куклы семью. А связать для нее мужа, потом 2 детей и еще олененка. А почему олененка? Ну, не знаю. Просто захотелось связать олененка. Олененка, хорошо. А кто тебя вообще приучил вот к этому творчеству? Я сама себя. Сама захотела? Заинтересовалась, мне это понравилось. А вот тут чьи работы еще? там? Это мамины работы. Она занимается бисероплетением. Очень красивая работа, да, блестящие. А ты сама не хочешь заниматься бисероплетением? Не, не хочу. Меня больше интересует вязание. Понятно. Еще вот книга про моего дедушку. Так. Николай Дмитриевич Чичковский. Очень хороший человек. В общем, семья такая, скажем, очень уникальная. Да. Живете в Кюбках? Да. Ну, очень уникальная. Я вяжу, мама занимается бисероплетением, бабушка занимается шитьем. Вот она сшила для меня этот костюм, а мама бисером вот этот. Очень хорошо. Ты сама эвенкийский язык ты знаешь? Ну, раньше в младших классах мы учили венкийскому языку, но потом, забросили. Да? Но я знаю только Аялди и все. А так моя мама учила нас к венкийскому языку в начальных классах, но потом перестала. Да. Понятно. Ну, скажи по-эвенкийски. Аялди, привет. Эвенкийская национальная кухня очень разнообразна. Ее представил бренд-повар Николай Атласов. Эвенкийская традиционная кухня основывается на мясе, на рыбе, на дичи, то, что рядом находится, то, что обладает очень хорошими витаминами, аминокислотами, и все должно быть свежим. Какие в основном? Ну, вот, допустим, это шашлыки, которые именно, это в современном слове шашлыки. Вот то, что рядом с костром готовится на воде, сушатся, томятся. Ну вот что вот тут представлено? Так, тут представлено сало медвежатины, есть сало медвежатины копченое, есть соленое. Также используют дикий лук, который весной растет. Вот. Также мы видим то, что язык сахатова, язык оленя, мясо кабарги, вот. А также эвенкийский хлеб. А эвенкийский хлеб как готовится? Так, она бездрожжевая у нас получается. Все очень просто и понятливые вещи. Это вода, мука. Ну и в современное время это уже сода добавляется. Да, чтобы она именно не была ком-ком-ком, а именно была пористость. Современная венкийская кухня. Тут получается томленая зайчатина. Томилась у нас, получается, 4 часа. На нем получается желе из 3 супов. Это суп из сахатова, суп из зайца и суп с конины. И мы соединили, потом выпарили, потом добавили желе,
И получилась такая хорошая история. Так, тут есть, получается, в медвежьем жиру жеребятина томленая при 65 градусах. Томилась 4 часа в собственном соку. Так, соответственно, тут представлены маленькие спашки. Это у нас озеро, это мундушечки. Так, мясо сахатова. Она обвернута листьями салата. У нас есть губы сахатова. То есть традиционно, если его просто рубят, я его соединил, добавил форму, и она уже как пластик. Можно солнышко увидеть. Так, а также внутренние жиры жеребятины и язык жеребятины. Также мы добавили, получается, осетра с речки Юдома. И, то есть мы его посолили, потом отлежалась она 2 часа в воде, то есть соль убрали, и остался натуральный вкус самого осетра. Вот. Тут получается ягоды и тоже жеребятина. Она то есть имеет тоже определенный вкус. А мы добавили, получается, сюда сливки и добавили сливками бырпах. То есть она имеет кисленький вкус. Кочевая жизнь, охотничий промысел требовали от ивенков смелости, ловкости, быстроты. Все эти качества в настоящее время можно приобрести, возрождая игры предков, что наглядно показал учитель физкультуры Кубской агрошколы Иван Моисеев со своими учениками. На круглом столе под названием «Мы за будущее наследия» были обсуждены насущные вопросы организации территорий традиционного природопользования, традиционной хозяйственной деятельности в современных условиях социально-экономического положения кубского наследия. В настоящее время Кубский национальный наследие развивается семимильными шагами. Население само начинает очень активно заниматься именно развитием села. Именно начинает вкладываться в развитие села, уже свои силы и средства влаживает для улучшения жизни на сельской территории. Да? И в этом году, с этого года мы начали работу по внесению изменений в название муниципального образования само. Да? До этого муниципальное образование у нас называлось Кубский национальный наследие. После внесения изменений, всех изменений, это начиная с внесения изменений в устав муниципального образования, потом внесение изменений в положение в администрации и регистрации в соответствующих органах, федеральных органах, наше муниципальное образование с 25 ноября уже официально называется Кубский эвенкийский национальный наследие. Этот вопрос ставился населением перед органами местного самоуправления уже в течение нескольких лет. Мы пытались по-всякому найти выход, как задействовать. С помощью юристов, с помощью ассоциаций коммунальных добились вот этого внесения изменений названия, что конкретно указывает, что в этом населенном пункте именно проживают малочисленные народы севера эвенки. На нашей территории зарегистрировано 4 общины коренных малочисленных народов севера. Да? Из них сейчас полноценно действуют 2 общины, которые занимаются именно охотно-промысловой деятельностью и рыболовством. И ведут хозяйственную деятельность по традиционной деятельности. А вообще, какие у вас планы в отношении развития села? В отношении развития села у нас со следующего года планируется именно строительство здания новой школы. Это, как обещают, с февраля месяца будут уже начинать строительные работы возведения. В этом году уже прошел нулевой цикл, подготовили площадку под строительство. Вот. И последующие годы планируем тоже включиться в программы, федеральные и региональные программы для развития нашего родного села.
Бакалдын, встреча Усмайского района, который был проведен по зову народного коллектива «Чачабел», прошел успешно и оставил яркие впечатления на долгое время.